Сегодня Вахитовский суд Казани вынес решение по делу о дорожно-транспортном происшествии, произошедшем в сентябре на улице Лево-Булачная. Тогда пострадал велосипедист, упавший со своего железного коня. Мужчина сломал позвоночник. Он говорил, что упал не сам. Его правым боком задело такси, которое уехало с места происшествия. При этом таксист, его нашли быстро, уверял, что никого не сбивал. Они ехали параллельно. Считает, если и было касание, велосипедист в него врезался сам. А решение суда Нафиса Минязова. Мы считаем именно публичностью. Наше дело приобрело местный резонанс. Он добивался этого процесса 3 месяца. В сентябре Зуфар Миникаев попал в больницу с компрессионным переломом позвоночника. Здоровье до сих пор не восстановилось. Травму получил на Лево-Булачной, когда упал с велосипеда. Уверяет, упал не сам. Говорит, его правым боком машины задел водитель такси, когда объезжал припаркованную машину. Водитель уехал с места происшествия. Медиков вызвали прохожие. Разбор происшествия был после того, как мужчина вышел из больницы. Автоинспекторы тогда вину водителя сочли недоказанной. Камеры наблюдения момент падения не зафиксировали. Но мужчина уверен в обратном. К тому же, судя по записям регистратора этого такси, сомнения были и у самого водителя. Нас же не задели? Нет. Затем был еще один разбор этого же происшествия. Доказать, что упал не сам, для него принципиально. И со второй попытки дело дошло до суда. Рассматривается дело в отношении водителя такси, который не уступил дорогу мне, велосипедисту, по статье 12.24, части 2, то есть нанесение телесных повреждений средней тяжести. Водитель такси вину не признает, уверяет, никого не сбивал, поэтому и уехал, не останавливаясь. Его мнение с тех пор не поменялось. Нашли автомобиль, просмотрев камеры наблюдения, установив номера. Девушка, не заставляйте меня, пожалуйста, по несколько раз повторять. Поставьте меня в покое. То есть вы свою вину признаете? Нет, не признаю. Сегодня суд, исследовав доказательства по делу обеих сторон, пришел к выводу, что в происшествии и травмах велосипедиста виноват водитель такси. Мужчину лишили прав на 1,5 года. Решение пока не вступило в законную силу. Когда это произойдет, Зуфар Миникаев намерен подать к нему гражданский иск о компенсации затрат на лечение и возмещение морального вреда. Будет ли водитель такси Рамиль Рахимов обжаловать вердикт, он не уточнил.